Исполнилось 4 года со дня образования Северокавказского федерального округа. Какие изменения произошли за это время и какой курс держит руководство СКФО? В этот день во всех водоемах вода становится святой. Христиане всего мира отмечают один из самых древних праздников церкви. Определились победители и призеры. В Назране в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел турнир по тхэквондо. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Мержоева. Сегодня исполнилось 4 года со дня образования Северокавказского федерального округа. За это время созданы условия для процветания всего Северокавказского региона и эффективного осуществления поставленных задач. Какими были эти 4 года для округа и Ингушетии в целом, расскажет Зарема Евлоева. Из Южного федерального округа выделяется Северокавказский федеральный округ, в который входит Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская республика и Ставропольский край. 4 года назад, в 2010 году, указом президента России Дмитрия Анатольевича Медведева Северокавказский федеральный округ был выведен из состава Южного федерального округа. С этого момента началась новая эпоха в развитии Северного Кавказа. Полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО был назначен Александр Геннадьевич Хлопонин. Уже в феврале 2010-го полпред взял курс на развитие туристско-рекреационного потенциала Кавказа. За прошедшие 4 года все регионы стали развиваться в этом направлении. В республиках появились новые виды отдыха. Например, в Ингушетии открыт горнолыжный курорт. Идет параллельно развитие таких видов туризма, как событийный, этнический, рекреационный. Процесс управления стал более мобильным, я бы сказал, более даже точечным. Сложно было в Южном федеральном округе, в том пространстве напрямую управлять этим процессом. Даже совещания в Ростове отнимали очень много времени. А сегодня это более точно, более мобильно. Одним из таких мощных направлений, бесспорно, по развитию, экономическому и социально-экономическому развитию, это является стратегия развития Северного Кавказа, программа общая, которая уже утверждена. И в этой программе довольно серьезно заложены проекты, которые должны исправить ситуацию в области снижения безработицы и поднятия уровня жизни населения и обеспечения социального равенства среди субъектов вообще регионов России. Поэтому вот эти проекты, которые заложены именно новой командой, лично Александр Геннадьевич Хлопонин. По мнению Александра Хлопонина, надо показывать, насколько глубок и разнообразен духовный потенциал Северного Кавказа. В декабре 2013-го состоялся второй Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора. Форум имел высокое информационное значение. Россияне и граждане других государств могли увидеть, насколько комфортно на Кавказе представителям разных религиозных конфессий. А молодежный форум «Машук» стал ежегодной площадкой для северокавказской молодежи, на которой не только выдвигаются проекты молодых журналистов и предпринимателей, но и идут и дискуссии о том, как снять ярлык с кавказских народов. Мы ожидаем, что Кавказ будет именно тем краем, где мы не будем слышать о каких-то терактах, мы не будем слышать о том, что когда происходят теракты, ищут какой-то след кавказский. И мы будем о Кавказе думать именно таким, как Бог его создал, то есть местом, где будут люди отдыхать, будут работать, создавать. Мы ожидаем от СКФО, что это был необратимым таким процессом. Сегодня реализуется программа развития СКФО до 2025 года. В планах развития социальной инфраструктуры. Строятся детские сады и школы, которые просто необходимы, так как в республиках Северного Кавказа наблюдается высокая рождаемость. На сегодняшний день достигнут определенный уровень стабильности в политической системе. И, что немаловажно, доверие народа к власти понемногу возвращается. Вместе с тем, с созданием нового федерального округа перед каждым субъектом поставлены конкретные задачи по реализации социально-экономических программ, улучшению инвестиционного климата и снижению уровня безработицы. Зарема Евлоева, Магомед Урусханов. Новости 24. Христиане всего мира отмечают один из самых древних праздников своей церкви – Крещение Господне и Святое Богоявление. В этот день считается, что во всех водоемах вода становится святой. Праздничное богослужение состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Орджоникидзевском. Там же прошло крещение малышей. Подробнее в сюжете Хади Адельбиевой.
Согласно Евангелию, крещение Иисуса Христа состоялось на Иордане. В память об этом на крещении совершается великое освящение вод. Православные крещенскую воду считают святой и верят, что она помогает при душевных и телесных болезнях. На праздничную службу пришли прихожане со всей республики. Крещение заповедует нам очищение душ и сердец наших. Поздравляю всех православных христиан с этим великим праздником. Желаю всем благодати Божией. После службы крестили годовалого Андрея Лебедева и 8-месячного Руслана Бороденко. Младенцы не могут осознанно приступить к таинству крещения, поэтому оно совершается по воле родителей и крестных. Для меня это очень важный момент в моей жизни, так как я приобщаю детей к вере, к религии. Мои дети будут верить в Бога и будут приближаться. Сегодня праздник крещения. Крестили моего внука Руслана. Для нашей семьи это большой-большой праздник, большое событие. Я и мои предки всегда проживали в нашей столице Троицкой. Без веры в Бога нельзя. Поэтому детей и внуков мы всегда приобщали к вере православной. Таинство крещения – это действие, через которое человек духовно рождается и становится членом церкви. Вода издревле была символом очищения, а погружение в нее – символом покаяния. Хадия Дельбиева, Резван Аушев. Новости 24. В республике до конца священного месяца Мавлид продолжают проводить благотворительные акции. Так, в сельском поселении Далаково сотрудники Министерства труда, занятости и социального развития республики раздали продукты питания малоимущим семьям. Подробности в сюжете Миланы Хашагульговой. Мука, сахар и чай в честь священного для мусульман месяца Мавлид. 100 семей в Далаково получили продуктовые наборы. В списке, предоставленные местной администрацией, попали сироты, многодетные и малообеспеченные семьи. Те, кому такая помощь действительно нужна. Мы развозим муку, сахар. На неделе была забита скотина. От нашего министерства было забито 4 бежен. Раздали тоже бедным, малоимущим. В списке находятся те, которые сегодня в силу различных жизненных ситуаций, или дети-сироты, или те семьи, где находятся тяжелобольные, именно вот эта помощь рассчитана на них. И то, что сегодня здесь эту помощь привезли, люди принимают с благодарностью. Как говорят сами жители, это великое дело в столь священное время помогать малоимущим. Ведь каждой многодетной и социально незащищенной семье нужна поддержка. Одним из жителей, получившим помощь, стал и Магомед Даурбеков, инвалид 2-й группы, имеющий 6 детей, один из которых с ограниченными возможностями. На следующей неделе продукты питания получат малоимущие семьи всего Назрановского района, доберутся до самых отдаленных точек. Такая же акция будет проводиться и в других населенных пунктах Назрановского района. Я думаю, в понедельник мы очутимся в Сургахах. Благотворительная акция по оказанию помощи семьям и одиноким людям продолжится до конца священного месяца Мавлид. Милана Хашигулькова, Илья Златскоев. Новости 24. Каждое 6-е нарушение несовершеннолетними в России связано с управлением транспорта. В Ингушетии за 2013 год и за январь текущего года совершено 5 дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. Инспекторы по делам несовершеннолетних по Назрановскому району встретились с родителями учащихся школы номер 1 Плиева. О чем говорили на встрече, расскажет Магомед Асканов. Во 2 классе этой школы не так весело, как раньше. Маленькие ребятишки до сих пор не отошли от трагедии, которая произошла с Асей Плиевой. Когда 7-летняя девочка возвращалась домой после уроков, ее сбила машина. Из-за многочисленных травм Асю не смогли спасти, а несовершеннолетний нарушитель отделался штрафом. Одноклассники до сих пор вспоминают ее, да и не только они. Эта трагедия стала общей для всех. Она была, говорят, в сознании и даже кого-то звала по имени. Потом уже в больнице она потеряла сознание, пролежала в больнице 6 суток, так и не пришла в себя. После этого случая в сельском поселении произошла еще одна авария, где пострадали уже взрослые. Управление автомобилем 15-летним водителем обернулось для пассажиров этой маршрутки трагедией. После столкновения 2 машин 11 человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. По словам директора школы Ахмеда Горчханова, подобные мероприятия проводить необходимо, так как многие родители не задумываются о последствиях, когда несовершеннолетних детей отпускают покататься на машине. Я спрашивал их, интересовался, как вы, почему передали. Я не передавал, он самостоятельно выехал
говорит один родитель. Другой родитель говорит, я попросил его помыть полики перед воротами. Он уехал. Нелепые причины. Инспектор по делам несовершеннолетних Танзила Медова, как никто другой, знает, что значит потерять родного человека в автоаварии. Мать Танзила погибла в ДТП. Она считает, что родители, отпуская детей без водительских навыков, создают проблему не только себе, но и всем участникам дорожного движения. Инспекторы приводят и статистику. Так, за 2013 год и за январь текущего года совершено 5 дорожно-транспортных происшествий с участием именно несовершеннолетних. Впоследствии 2 человека погибли и несколько человек получили тяжкие телесные повреждения. Если им не 16-17 лет, им и не выдается водительское удостоверение, так как у них несовершеннолетний возраст. Родители, которые присутствовали на этой встрече, всерьез обеспокоены тем, что переходить дорогу перед школой детям небезопасно, и просят у местной администрации и сотрудников полиции уделить большее внимание проезжей части дороги в районе школы и поставить светофоры на месте, где произошла трагедия. Когда дети переходят улицу, очень долго стоят дети, минут по 15, по 20 дети жалуются, когда домой приходят. Что это очень тяжело перейти дорогу, и даже многие дети там получили увечья. Инспекторы по административной практике напоминают всем родителям, чтобы последние не отдавали ключи от автомобиля своим детям, которые еще не достигли совершеннолетия. В этом классе раньше с Раяной Наурбиевой рядом сидела ее самая лучшая подруга, безвинно погибшая Ася Плиева. Теперь после той трагедии стол, за которым маленькая девочка учила уроки, никто не садится. Может, это и случайность, но видя место, которое никем не занято, дети думают, что Ася всегда с ними. Магомед Асканов, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Вечером 18 января на территории кладбища Насыркорта вблизи федеральной трассы «Кавказ» найден труп мужчины средних лет. По предварительным данным, в результате наезда Арсельгов получил множественные телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Личность преступника и марка машины, на которой он ехал, еще не установлены. Если вы являетесь свидетелем или имеете информацию о ДТП, звоните по номеру 55 01 54 или 02. В Назране физкультурно-оздоровительном комплексе прошел турнир по тхэквондо. Приурочен он эстафете Олимпийского огня. Уже определились победители и призеры, которые примут участие в первенстве округа, который пройдет в конце месяца в Анапе. Подробности в сюжете Руслана Албагачиева. Что такое фурию, тандалию, Басир Мурзабеков узнал еще в 9-летнем возрасте, когда впервые пришел в спортзал Карбулака. Занятия тайквондо ему давались нелегко, ведь там необходимо было иметь хорошую растяжку ног. Наибольшее количество очков получает спортсмен при попадании ногой в голову. Басир неоднократно участвовал в соревнованиях, где получал призовые места, но последним стала его победа в турнире, который проходил в Грозном. Я сегодня сюда приехал на турнир, республиканский турнир. Соперники очень хорошие, подготовленные, но я всех выиграю. У меня есть огромная мечта участвовать на Олимпийских играх. Несколько десятков юных бойцов собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе в Назране, где проходит республиканский турнир по тхэквондо, посвященный эстафете Олимпийского огня. В нем участвуют 13 команд из различных сел и городов республики. Я уже хожу год в тхэквондо. Я в республиканском турнире получил 3-е место. Хочу посвятить эту победу тренеру. После двухдневных состязаний из 160 бойцов от 12 до 15 лет определились победители и призеры. Выступают две возрастные категории. Это юниоры и юноши. Юноши 13-14 лет, юниоры 15-17 лет. У нас сегодня выступают прошлого года призеры России, которые отбирались на Европу, на мир. И вот такие спортсмены. Теперь победителям предстоит пройти новые испытания. Уже в конце января в Анапе пройдет первенство округа, где им придется отстаивать честь республики. Руслан Албагачиев, Ахмед Беков, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.